Осталась последняя неделя переписи населения. Почти месяц жители Якутии активно участвуют во всероссийском мероприятии, основной этап которого стартовал 15 октября и завершится уже в воскресенье 14 ноября. У тех, кто по разным причинам еще не заполнил переписной лист, есть возможность сделать это тремя способами. Дождаться переписчика очно, и он придет к вам домой, либо же посетить стационарный пункт, где специалисты помогут заполнить документ или самостоятельно заполнить простой бланк на портале госуслуг. Как предпочитают участвовать якутяне, расскажет моя коллега Мадина Халикова. Да, коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся в одном из переписных участков Центрального округа, и перепись идет полным ходом. Осталось не так много времени, чтобы успеть переписать всех жителей нашей республики. И сделать это можно тремя способами. Либо переписчик придет к вам домой, заполнит переписной лист, либо самому пройти на сайте госуслуг, либо же прийти в стационарный пункт, как этот, и переписчики помогут вам заполнить переписной лист. Но о том, когда будут уже известны итоги переписи, потому что 14 ноября она завершится, нам расскажет Наталья Иннокентьевна Куприянова, она контролер этого участка. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда ждать предварительные итоги переписи и как вообще по итогам будет проходить пересчет? Официальный опрос населения у нас завершается 14 ноября текущего года. Затем во главе с Госкомстатом регионов, то бишь наша республика Саха во главе с Госкомстатом Республики Саха-Якутия, будет подводить сначала итоги переписи в целом по республике. Соберут все итоги переписи по 36 муниципальным районам, городским округам, куда, конечно, войдут результаты переписи жителей городского округа город Якутск. Затем сводные данные всех жителей, переписанных жителей Республики Саха-Якутия будут переданы в Госкомстат Российской Федерации. И там Государственный комитет статистики Российской Федерации соберет все результаты, естественно, по 85 субъектам Российской Федерации. Это будет достаточно большая, думаю, работа. Она будет продолжена, наверное, не только в течение 2001 года, она перейдет и в 2002 год. И все эти результаты проверок будут проанализированы, проверены по нескольку раз, сведены, сгруппированы, и в дальнейшем они послужат, как говорится, отправной точкой для планирования бюджета страны, для выделения различных субсидий и субвенций в регионы и для определения качества жизни россиян. Спасибо большое. Ну а я напомню, что это последняя бумажная и первая цифровая перепись населения, поэтому спешите пройти ее вместе с нами. Я перепись населения уже прошла, мой переписчик пришел ко мне, получил мой QR-код, поэтому я свой государственный долг выполнила.